Добрый день! Сегодня 17 декабря, и мы проводим еженедельный брифинг по коронавирусной ситуации. С нами сегодня заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайрдинов, а также заведующий кабинетом экспертизы временной нетрудоспособности Зульфия Маратовна Ахмадуллина. По традиции, в первую очередь, слово передаем вам. Рамиль Назимович, расскажите, какова ситуация на сегодня в республике? Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 17 декабря в регионе зафиксировано 16 785 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 156 случаев. На сегодняшний день лечение получает 3207 человек. Из них 840 человек в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 61, на ИВЛ 15, на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 2367 человек. За сутки выписано 92 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 13 464 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 114 человек. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 391 случай. Выписанных пациентов 386 человек. Всего проведено 1 886 965 исследований. Обследовано 1 826 350 человек. За сутки проведено 11 668 исследований и обследовано 11 309 человек. Рамиль Назимович, 15 декабря глава Башкирии внес очередное изменение в указ о повышенной готовности. Расскажите, пожалуйста, нам и нашим телезрителям об этих изменениях. Новая редакция документа утверждает особенности применения отдельных пунктов указа с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Так, в этот период можно проводить на открытом воздухе культурные, развлекательные, спортивные, ярмарочные и аналогичные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, без ограничения численности участников. Проведение новогодней елки главы республики и Аксаковской елки отменяется, но все потенциальные участники этих праздников получат свои новогодние подарки. Детские сады могут проводить новогодние утренники только в группах дошкольников и без присутствия родителей. В этот период могут работать городские и районные дома культуры, сельские многофункциональные клубы, а также сельские клубы, расположенные в райцентрах. Решение о возможности работы клубов в других населенных пунктах будет принимать администрация района, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на всей территории. Заведения общепита, рестораны, бары, кафе, фудкорты и другие объекты с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года могут работать в круглосуточном режиме. Остальные дни с 6:00 утра до 2:00 ночи, за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки. Допуск посетителей необходимо завершить в 00 часов. В этом заведениях не должно быть танцевальных площадок, услуг по курению кальянов. Одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Расчеты рекомендуется проводить преимущественно в безналичной форме. Сохраняется запрет деятельности ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов. Государственных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных им организациях нельзя проводить корпоративы. Города и районы республики до 15 декабря должны принять меры по увеличению количества новогодних елок, ледовых городков, катков, горок на своей территории. Также в новой редакции указа снят запрет на нахождение детей до 18 лет в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Далее обращаюсь к вам, Зульфия Маратовна, расскажите, пожалуйста, какова же общая ситуация по распространению этого вируса у нас в районе? Добрый день, уважаемые слушатели.
По состоянию на 17 декабря 2020 года в Илишевском районе 259 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Это плюс 23 случая за неделю. Выздоровлений 223, плюс 16 случаев за неделю, что составляет 86%. На сегодняшний день 34 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией получают амбулаторное лечение. 2 пациента получают стационарное лечение в инфекционных госпиталях. С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано в инфекционные госпитали 7 пациентов. Всего взято проб 8347, готовых из них 7746. В работе находится 601 проба. Как обстоит ситуация в небольничной пневмонии в нашем районе? По состоянию на сегодня, то есть на 17 декабря, с пневмонией за период с 1 сентября зарегистрировано всего 607 случаев, что в 10 раз превышает аналогичный период 2019 года. В 2019 году это было 60 случаев. Если в прошлом году доля детей составляла 53%, это 32 случая. В этом году среди впервые выявленных случаев пневмонии доля детей 0,8%, что составляет 5 случаев. А сколько же лекарственных наборов выдано нашим илишевцам? Всего из поступивших лекарственных препаратов укомплектовано 89 наборов в соответствии со схемами лечения, в соответствии с тяжестью заболевания. Амбулаторно пациентам раздали 51 набор, в остатке имеются 38 наборов. Напоминаю, что бесплатные лекарственные препараты выдаются пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией или вероятным случаем коронавирусной инфекции. Как информирует пациент о результатах анализа, и есть случаи, когда не приходит сообщение на телефон. Что делать в этой ситуации? В целях своевременного информирования пациентов о результатах исследований методом ПЦР на COVID-19 в РМИАС, это программа ПРОМЕД, реализована технология автоматического уведомления посредством СМС-рассылки. В связи с этим при взятии биоматериала дополнительно проводится актуализация номера телефона пациента. Если поступило СМС-уведомление не обнаружено, это означает, что результат отрицательный. Вы не больны новой коронавирусной инфекцией. Если результат обнаружено, значит у вас заболевание новая коронавирусная инфекция. В этих случаях сразу же необходимо вызвать бригаду неотложной помощи на дом по телефону 56182 для взрослого населения и 53107 для детского. В нерабочее время и в выходные дни вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 112 или 5 17 81 при ухудшении самочувствия. Кроме того, есть телефон горячей линии Центральной районной больницы по вопросам коронавирусной инфекции. Это 5 32 52. В среднем анализ готовится в течение 5-7 дней с учетом транспортировки и внесения результатов в базу данных. Если средние сроки ожидания прошли, а результатов все еще нет, вы можете позвонить в горячую линию нашей больницы по номеру 5 32 52 и уточнить готовность вашего анализа. А как оказывают лечение амбулаторному больному? Есть случаи, когда участковые терапевты не звонят. И куда обращаться в этом случае? Амбулаторное лечение может оказываться в двух формах. Это амбулаторное лечение с посещением врача-терапевта или педиатра и оформление дневного стационара на дому. Форма наблюдения – посещение врача или среднего медицинского персонала и дистанционный обзвон пациента о самочувствии. Также ведется обзвон пациентов средним медицинским персоналом поликлиники по определенно высланному списку. Помните, что если у вас вдруг отмечается ухудшение самочувствия, необходимо также вызвать бригаду неотложной помощи на дом по телефону 561 82 для взрослого и 531 07 для детского населения. В нерабочее время и выходные вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 112 или 5 17 81. И как же восстановиться после COVID-19? После выздоровления каждому пациенту потребуется 2-3 месяца для полного восстановления. Организм может быть ослаблен. Важно не допустить развития осложнений. В первую очередь выполняйте все назначения и рекомендации врача. Не прерывайте лечение самостоятельно. Может быть слабость, быстрая утомляемость. Для этого не пытайтесь делать все сразу. Чаще делайте перерывы, добавьте дневной сон, сохраняйте и понемногу увеличивайте физическую активность. Может быть
снижение концентрации. Для этого читайте книги, решайте кроссворды, используйте календарь для планирования дел, ведите дневники, поменьше смотрите телевизор, ограничьте время в интернете. Физическая слабость. Чтобы не было слабости, выполняйте простые комплексы упражнений, больше ходите пешком. Делайте дыхательные упражнения по назначению врача. Чаще проветривайте помещение, гуляйте на свежем воздухе. Для коррекции аппетита ешьте здоровую и свежеприготовленную пищу, часто, но небольшими порциями. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, добавьте в рацион свежие овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Ограничьте напитки с кофеином, откажитесь от курения и алкоголя. Помните, перенесенный ковид не гарантия формирования стойкого иммунитета. Возможно повторное заражение. Продолжайте соблюдать меры профилактики, используйте средства индивидуальной защиты, это маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию и следите за гигиеной рук. Спасибо большое за ваши ответы. На этом сегодняшний брифинг завершен. Мы с вами встретимся в следующий четверг в 15:00.